Культурная столица современной Украины Львов – одно из самых красивых и привлекательных мест нашей страны. Он уникален и неповторим. Его главная особенность в том, что он не вырос, как остальные крупные города на поселениях. Львов изначально был заложен как город с княжеским замком и развитой инфраструктурой. И, конечно же, Львов во все времена привлекал к себе людей разных сословий и происхождений, от аристократов до торговцев, от переселенцев до завоевателей. С момента основания Львова, а это 40-е годы XIII века, город населяли христиане разных конфессий, иудеи и мусульмане. Несмотря на значительные отличия вероисповедания и даже антагонизм, здесь они уживались довольно мирно. Не было зафиксировано ни одного крупного межконфессионального конфликта. Этническая история Львова всегда отличалась сложностью. В середине XIII века город был условно разделен на отдельные кварталы. По велению князя Льва Даниловича восточная часть города была отдана русинам, предкам современных украинцев. На юге отдельные кварталы занимали сарацины. В источниках средних веков и нового времени так называли мусульман, не татар, с которыми по соседству проживали евреи, а вот в северной части города проживали армяне и татары. С XIII века татары-орды, а с XV по XVII века крымские татары в хрониках Львова фигурируют часто. Но, как это ни парадоксально, в свободном доступе информацию о них найти крайне сложно. К примеру, есть ранние упоминания, что во второй половине XIII столетия войско короля Данила и его сына Льва служили татары. Они были в составе охраны Львовского замка. Но откуда пришли эти татары и почему им было оказано такое доверие, источники умалчивают. Как известно, история города начинается с князей, а после королей Данилы Галицкого и его сына Льва. Но до сих пор ведутся споры, кто же был основателем города – Данил или Лев. Судя по установленному памятнику, традиционная версия пока лидирует. Но куда более интересует вопрос, в каком году был основан Львов. И здесь снова историки расходятся во мнениях. Распространенной датой является 1247 год. Якобы в этот год город был заложен по случаю свадьбы сына галицкого князя Данилы Льва на мадьярской принцессе. Но в последние годы исследователи склоняются к тому, что Львов уже существовал, и было бы правильнее считать 1240 год как дату основания Львова. Итак, около 1240 года Львов уже существовал. И это отчасти объясняет тот факт, почему в новом городе, в сердце Галичины, появились и осели татары. Дело в том, что история Галицко-Волынского княжества тесно связана с государством чингизидов. Будучи еще князем, Данила Галицкий благодаря своим военным походам стал одной из известных фигур в Восточной Европе. Чтобы сохранить баланс международных отношений тех лет и не утратить завоеванные земли, он заручился поддержкой ордынского хана Батыя. В 1245 году Даниил вместе со своим вторым сыном Львом едет в столичный Сарай. Здесь он официально признает вассалитет Орды. Точнее будет сказать, княжество вошло в военно-политический альянс. Ведь теперь не только князь Галицкий должен был выполнять свои обязательства перед ханом, платить налоги и принимать участие в военных кампаниях Орды, но и сильная Орда обязывала защищать границы государства своего вассала в момент опасности. Ну, напевно, ми не помилимося, коли скажемо, що перші татари, як етнічна складова, з'явилися у Львові ще за княжих часів. І як припускав Ярослав Романович Дашкевич, що вони були в дружині князя Льва. І під час нападу польського короля Казимира Великого на Львів в квітні 1340 року, то, власне, татари разом з іншими захисниками Львова охороняли наше місто від агресора. С 1245 года Галицко-Волынское княжество официально находится под патронатом Великой Орды. Этот альянс только усилил авторитет князя Данилы в Восточной и Центральной Европе тех лет. Король Венгрии Бела IV сам выступил с предложением заключить династический брак своей дочери Констанции с сыном князя Данилы Львом. Но главное событие в истории одного из основателей Львова было впереди.
Уже давно глава католической церкви, папа Иннокентий IV, видел в лице князя Данилы Галицкого потенциального союзника. Он решил, что если подкупить князя обещаниями о крестовом походе против Орды, то последний взамен сам приведет свое государство в лоно католической церкви. Миссия ведения переговоров была возложена на Джованни Плано Карпини, францисканского монаха, первого из европейцев, посетившего Монгольскую империю и оставившего описание своего путешествия. Плано Карпини описывали как добродушного, грузного человека, столь грузного, что ему приходилось ездить верхом на осле вместо лошади. Всюду, куда бы он ни появлялся, он вызывал симпатию. Возможно, расположение к своей особе он вызвал и у брата Данилы Галицкого, Василько. В 1245 году итальянский миссионер направлялся в Орду, но кроме главного посольства к самому хану Батыю, его патрон, папа Иннокентий IV, поручил встретиться с галицким князем Данилом. Но так как Карпини не застал Данилы Галицкого, ему пришлось передать предложение папы его брату Васильку. Папа призвал объединить церкви. Василько не дал ответ папскому посланнику. Он сослался на то, что решение может принять только его брат Данил, а он как раз находился в Орде. Карпини повезло, он встретился с Данилом в дороге. Князь Галицкий согласился установить отношения с главой католической церкви. С этого времени между папой и Данилом установилась переписка. Возможно, Иннокентий решил, что семена упали на благодатную почву, и Данил уже готов привести свой народ в лоно католической церкви. С этой целью папа отправляет на Галичину своего архиепископа по имени Альберт, на которого возложил миссию огласить на галицких землях про якобы унию православной церкви с католической. Более того, папа решил подкрепить данное предприятие обещаниями дать военную помощь от католических держав и поддержать крестовый поход против ордынцев. Однако желания папы не совпадали с интересами галицкого князя. Ни о каком крестовом походе Данил и не думал. Более того, узнав о намерениях папы, он прекратил с ним переписку. Заинтересованный в расширении своего духовного влияния, Иннокентий IV предпринял еще одну попытку сблизиться с Данилом. В 1253 году к князю прибыл папский легат, на этот раз не с пустыми обещаниями о поддержке. Он привез князю королевскую корону и скипетр. Согласно желанию папы, в конце того же года в городе Дорогочине Данила Романович был коронован. Однако уже король Галицкий не оправдал надежд Иннокентия IV. Он не принял католическую церковь и не разорвал союз с Ордой. Более того, в 1258 году в ордынском походе на Литву приняли участие дружины Данилы Галицкого во главе с его братом Васильком. Однако традиция коронации тогдашней Руси была заложена, и потомки Данила еще некоторое время короновались в Дорогочине. А между тем, несмотря на бурные политические взаимоотношения Галицко-Волынского княжества с Ордой, где не всегда все проходило мирно, город Львов продолжал жить своей жизнью. Здесь стали оседать иноземные купцы, ремесленники, архитекторы и люди науки. Во Львове начинают возводить первые укрепления. Но это не понравилось ордынскому Беклербеку Бурундаю, осуществлявшему контроль в приграничье с королевством Данила. Крепостные стены пришлось разобрать, ведь это было нарушением военного альянса. И к тому же Бурундай намекнул, что этим поступком было выражено недоверие к Орде, а терять такого союзника, как ордынский хан, ни Данилу, ни его сыну Льву не хотелось. В 1269 году Галицко-Волынское княжество наследует Лев Данилович. Спустя несколько лет он переносит столицу княжества во Львов. При нем заметно улучшаются отношения с ордынским ханом Менгу-Тимуром, а особенно с Беклербеком Нагаем, в чьей власти находилось Северное Причерноморье и низовье Дуная с центром в Исакчи. Это сближение объясняет хроника галицкого историка и бургомистра Львова XVII века Бартоломео Зимаровича. Он сообщает, что в свое время галицкий князь Данил отправился в город Сарай вместе со своим старшим сыном Львом. По желанию Батыя Лев на некоторое время был оставлен в Орде.
За несколько лет молодой человек познакомился с традициями и обычаями ордынцев, выучил татарский язык. Возможно, это и объясняет тот факт, что когда пришло время наследовать власть Льву, его отношения с Ордой и особенно с Беклярбеком Нагаем только улучшаются. В городе увеличивается проживание татар. Они расширяют ареал своего проживания, теперь целыми кварталами селятся у Королевского дворца, именуемого Низовой замок. В подтверждение этому сохранились документальные свидетельства, что для укрепления своего форпоста князь Лев Данилович распорядился вдоль современной улицы Армянской поселить целые отряды татар. Но не только пребывание князя Льва Даниловича в Орде способствовало сближению с тюрками-ордынцами. Дело в том, что в его жилах текла кыпчакская, другими словами, тюркская кровь, а его предком был знаменитый кыпчакский хан Катян, тот самый, с чьей подачи состоялась знаменитая битва на реке Калка в 1224 году. История кыпчакского князя Катяна заслуживает отдельного повествования, однако остановимся на эпизодах. Дело в том, что Катян, не оставив потомков мужского пола, умудрился стать предком почти всех князей Восточной и даже королей Центральной Европы. Дочери хана Катяна, чьи кыпчакские имена пока неизвестны, вступили в выгодные династические браки. Старшая дочь Елизавета Куманская стала королевой Венгрии, а ее сестры, одна женой регента Латинской империи француза Нуруа де Туси, другая в крещении Мария, супругой галицкого князя Мстислава Удалова. Ми знаємо, що частина наших князів мало дружин з ногайських родів. Ну і зрештою це є традиція тих ранішого часу, коли половецькі княжни були за нашими князями. Оце отака стосунок дуже цікавий степу і лісостепу, знаєте, степових народів і автохтонних народів землеробського лісостепу. В свою очередь, дочь Марии Мстислава Анна вступила в брак с Данилой Галицким и стала матерью Льву. Так кыпчакская кровь князю Льву и его братьям досталась по материнской линии. И если с тюрками-ордынцами у Льва Даниловича складываются хорошие взаимоотношения, то вот соседняя Литва в лице князя Трайдена посягает на земли княжества и даже захватывает город Дорогачин, где был коронован Данил Галицкий. Лев обращается за помощью в Сарай, и в 1275 году хан Мингу Тимур высылает военную поддержку. В результате совместного с ордынцами военного похода против Литвы были отбиты все земли. Следующая галицко-ордынская кампания в литовские земли состоялась по инициативе Беклярбека Нагая в 1277 году, а спустя 2 года Лев Данилович, призвав союзные войска, пытался захватить город Сандомир. Князь Лев настолько сближается с татарами, что ни одно мероприятие, проходившее во Львове, не обходится без участия татарских беев и мурз. Так, согласно историку Зимаровичу, в 1282 году князь Лев вознамерился перенести останки своего отца, короля Данила, из Галича во Львов. Для большей пышности этого обряда он зовет принять участие в церемонии не только священнослужителей, бояр и воевод, но и официально приглашает своих высокопоставленных союзников из Орды, которых встречает с большим почетом. Таким образом, эпоху Данилы Галицкого и его сына Льва нельзя однозначно назвать противостоянием ордынскому влиянию. Это были взаимоотношения целиком и полностью отвечавшие внешней и внутренней дипломатии и политике этих государств. И если историки трактуют отношения Данилы с Ордой натянутыми и где-то вынужденными, то его сын Лев видел в татарах Орды и Северного Причерноморья союзников и даже друзей, каковым для Льва был Беклярбек Нагай. Thank you.